Дорогие зрители и слушатели, добрый вечер. Сегодня с художником Растаном Тавасиевым будем обсуждать остинскую фантастику. Давай попробуем. Да, которая так и не случилась в полном смысле, по-моему. Почему? Она зарождается? Ну, только зарождается. Вот, Растан известен в Осетии тем, что он написал несколько художественных новелл, правильно так сказать, к ненаписанным романам, иллюстрации к ненаписанным романам. Да, то есть сначала я нарисовал 8 плакатов к неснятым фильмам фантастическим. Это года 3 назад, я помню, я их видел, мы их тоже обсуждали в научной библиотеке. Да, вот. А потом я подумал, что фильмы-то обычно снимают по романам, или по каким-то книгам или новеллам, рассказам. И стал думать, какие бы это могли быть романы, и рисовать иллюстрации к этим ненаписанным романам. То есть получается, что я шел задом наперед. То есть у Стругацких есть такой в понедельник начинается в субботу. Контрамоция это называется, когда человек живет наоборот во времени. Вот у меня получилась такая история с материализацией. Вспоминая фильмы «Интерстеллар» и другие фильмы с петлей времени, это очень популярная тема, когда да, и это на самом деле, мне действительно так легче было придумывать, что это может быть, какой сюжет может быть. То есть от общего, что ли, к частному я шел. То есть, на самом деле, так и рисовать, собственно, учат тоже. То есть, это, в общем, не то, чтобы какая-то... А вот ты конструировал по эти картинки. Я вот сейчас скажу, насколько я верно. То есть, у тебя тут очень серьезный этнический компонент, остинский, да? Да. И, я, наверное, грубо скажу, что-то от манги. Наверное, из-за графики, так кажется. Я вообще ориентировался на советскую книжную графику, классическую. То есть и даже вот обложка там косплеит библиотеку приключений. Да, кстати. Вот. Да. Я брал какой-то значимый элемент из поп-культуры и добавлял этнический компонент. Это все и смотрел, как это может жить. То есть, что бы Годзилла делала, грубо говоря, окажись она в ущельях Кавказа. Вот. И так, собственно, это все и двигалось. Вот. Похоже, да, на советские книжки, к ним иллюстрации где-то 60-х годов. Но у меня почему-то, я тоже сначала это заметил, у меня почему-то ощущение, что вот будто бы это манга. И я как раз тогда Блейм читал параллельно, и мне вот казалось, что что-то прям вот такое продолжение требует. Может быть, это вот именно этот эпизод с Годзиллой, там получается, что были японцы в кадре. Вот, может, поэтому, наверное, точно, катаной, в общем. У меня такой вопрос. Вот смотри, сейчас японская культура, она просто проникла везде. Причем японцы смогли свою культуру национальную посадить на рельсы поп-культуры. Я знаю, что даже в Японии было много обсуждений, много очень критиковали это, но в итоге мы видим, что сейчас де-факто японцы изнутри просто глобальную поп-культуру просто как паразиты захватили, и она есть везде. «Битва титанов» — это главный сериал последнего года, аниме-сериал. Которые обсуждают там серьезные издания. Японские фильмы — это классика, наряду с корейскими фильмами. Но при этом они свой национальный компонент очень легко туда инкорпорировали, и он не выглядит нелепо. В то же время, когда мы пытаемся свой национальный компонент инкорпорировать, я почему-то от людей слышу: это выглядит нелепо. Я говорю: почему? Папаха в космосе. Когда человек в папахе в космосе. Я говорю, катаны в космических боях, да, когда там, условно, мы же понимаем, что световой меч — это катана, да, там в «Звездных войнах», да, там, по крайней мере, как это Джордж Лукас говорил, да. Тебя это не смущает? Явные там одеяния, которые взяты с японского стиля, тебя не смущает, а осетинское тебя смущает. Почему? Просто непривычно, или, может быть, есть какой-то... Меня-то как раз наоборот не смущает. На твой взгляд, я понимаю, что тебя не смущает. Я рисуя иллюстрации к одному из этих
ненаписанных романов. У меня там персонажи в бурках и в скафандрах летят в космосе. И мне кажется, что бурка замечательный совершенно элемент скафандра, который действительно он может быть как такое самостоятельное транспортное средство. Вот. Тут мне кажется, что японцы просто они очень много этого делают. Они и так посмотрят, как их традиционная культура сочетается с популярной культурой. И так посмотрят, сравнивают разные варианты, обсуждают их. И они просто очень много работают. Ну да. У них огромное количество этих, не знаю, сюжетов, новелл, историй и картинок. Поэтому так или иначе какие-то из них просто так и вырабатывается. Причем в какой-то момент вот, ты понимаешь, что, вот, например, японскую национальную культуру уже продвигают не японцы. Ну вот читаю Гиперион, да, и говоришь, вот, и там прямо говорится о том, что весь мир перешел на кодекс правил, как-то они назвали, новый бусидо, да. Читаешь Дюна, там ну, явные отсылки к каким-то самурайским кланам, потом там дзен-шиизм и дзен-сунизм, это соединение дзен-буддизма с исламом, ну и вот постоянно видишь какие-то отсылки к Японии, к Азии. И вот, на твой взгляд, понятно, что у нас такой медийной машины, как у японцев, нет. Мы можем успешно инкорпорировать хотя бы одну свою историю в, ну, например, как скандинавы инкорпорировали там Тора в Марвел? Я не уверен, что это именно скандинавы инкорпорировали Тора в Марвел, но я думаю, что это безусловно возможно. То есть это зависит только от нас. Да, от того, интересно ли это самим. То есть прежде всего это должно, наверное, или могло бы происходить каким-то естественным образом, если бы действительно люди читали это, смотрели, рисовали. То есть это индустрия, которая работает на внутреннем интересе. Вот ты говоришь слово «продвигают», да. А я вот не совсем понимаю, куда продвигают. Ну, в массы. Ну, я понимаю, что они не целенаправленно мы продвигаем. Они просто создают контент, он пользуется успехом, и они вот, да. Да, и мне тут даже, может быть, чуть-чуть интереснее, что в Китае происходит с фантастикой, потому что я вот, если честно, не очень люблю манго. Мне его скучно смотреть почему-то, не знаю. Может, у меня мало практики, но, в общем. А в Китае действительно прям целенаправленно занимаются созданием национальной фантастики. Вот Люци Синь у них есть писатель. Снимают прям блокбастеры совершенно невероятные. Там, «Блуждающую землю» ты не смотрел? Нет, не смотрел, но слышал про нее. Да, вот. В общем, прям... У меня просто, видишь, больше уклон в сторону Японии, потому что я вот практически все аниме просмотрел, которые вот полностью переварили вот этот киберпанк, родили его, переварили и выплюнули этот киберпанк. И для меня, например, киберпанк это навсегда остался там «Призрак в доспехах», там «Эрго Прокси» и прочее. А на этом фоне Китай, я сейчас понимаю, что Китай, он как-то даже не старается экспортировать эту историю, они там внутри себя создают. Это, да. У фантастики замечательное свойство, ну, быть таким, что ли, буфером безопасности перед человеком и внезапно наступающим будущим. Действительно, технологии стремительнейшим образом, в том же Китае особенно, развиваются, и человек, который вот прям еще в детстве жил в сельской местности и занимался сельским хозяйством, попадает в совсем другие условия города, где все такси электрические и полный контроль его лица. 70% камер установлены. Да, и социальный рейтинг, как бы, и все такое. На красный свет перешел, тебе ипотеку не одобрили. Вот, и тут как-то ему хорошо бы объяснить, что происходит, к чему это ведет, зачем это, и что это, в общем, не так уж страшно. И фантастика здесь, конечно, совершенно незаменима. Вот. Ну, я просто, мог бы человек в Китае рассказать о том, что это страшно? Я думаю, что там государственная цензура очень сильная. Да,
Да, очень сильная, но тут дело-то даже не в цензуре, а в том, что это показано, мне кажется, по каким-то даже медицинским, что ли. То есть это нужно для того, чтобы человек... Успокоить психику. Да, психика не давала сбоев, потому что и фантастика это действительно... то есть я на самом деле, наверное, должен сказать, что я не то чтобы прям какой-то невероятно, не знаю, невероятный фанат научной фантастики, то есть я не переодеваюсь в... Косплеем не занимаешься, да. Там членов команды Star Trek, там, в общем, я действительно думаю, что это очень хороший инструмент для того, чтобы понять, прочувствовать и описать свою мечту, и действительно понять... А может быть и страхи. Мечту и страхи по дороге к этой мечте. И понять, почувствовать и как-то осознать изменения во внешнем мире, происходящие вокруг. Вот, и с ними найти какое-то возможность примириться с ними и как-то и понять, как действовать. То есть вот я тут, наверное, больше имею в виду сериал «Черное зеркало», которое про недалекое будущее, и там действительно масса показана страхов и каких-то возможных ужасных моментов, связанных с... вот это стирание человека из твоей реальности, запись, когда ты все записываешь. Да. То есть мы таким образом прорабатываем, к чему все это может привести, как... Рефлексируем. Да. Описываем себе возможные варианты развития и прорабатываем их. В России фантастика всегда была для того, чтобы, Стругацкие, по крайней мере, использовали свой язык для того, чтобы обойти цензуру. Ведь они высмеивали тоталитарное государство, фактически. Не то чтобы высмеивали, критиковали, да. Да, фантастика была... Кстати говоря, это тоже очень интересный для меня момент, не совсем до конца понятный, что ли. От чего же в том же советском кино нам ни разу не показали, как хорошо жить при коммунизме. Это же такой мог бы быть хороший, мощный инструмент, действительно убедительный, потому что на самом деле коммунизм хорошо показан только вот в том же Стартреке. Там еда из прямо из шкафчика, нет денег, там даже есть по-моему, Generation Next, там есть серия, где разморозили найденных в космосе каких-то из 20 века переселенцев, и один из них маклер на бирже, он сразу начинает там пытаться звонить в свой банк, ему говорят, денег больше нет. Он очень удивляется и очень расстраивается. Вот. А советское кино, «Гости из будущего», там как-то тоже не очень. Будущее так там романтизировано, немного печально. Потому что осадок после просмотра фильма он печально остается. Да, и почему не снять какой-то действительно убедительный фильм о том, как хорошо жить при коммунизме? У нас отцом фантастики стал Тарковский. Который, причем, Лем был очень недоволен, Станислав Лем, как он интервью снимал. Да. То есть для Лема это была глобальная технологическая история, для Тарковского это была личная какая-то история. Особенно если мы про «Солярис» говорим. С Лемом, да, там мне вот совсем недавно приятель, который профессионально занимается научной фантастикой, рассказал, что «Солярис» на самом деле это девочка. То есть, что женского рода планета. Да, это планета, это вот этот макроразум, единый. Вот. И там, у Лема тоже очень много религиозных мотивов. То есть очень много, да. Там у него отсылка, у него метатекст сплошной, отсылка на отсылки. Да. Вот я, возвращая нас к Осетии, фантастика в разные периоды и в разных странах, она всегда отвечала на тот или иной вопрос. Вот, например, в США очень много фантастики посвящено, что нас ждет, какой нас ждет тоталитарный мир. Это 1984 или наш новый дивный мир Олдоса Хаксли. Понимаешь? То есть через фантастику мы понимаем, о чем общество думает. В России, не знаю, вот сейчас вышел Метрономикон, книга, в которую и Пелевин писал, и другие фантасты, о том, это, знаешь, как это
ностальгия по Советскому Союзу. Какой, может, был бы Советский Союз, если бы он попал в какие-то условия, когда мир резко изменился. На какой вопрос фантастика будет отвечать в Осетии? Я не знаю. Не знаю. Когда я это рисовал, мне было интересно посмотреть, как национальные мотивы могли бы соприкоснуться с какими-то вот этими традиционно-фантастическими, то есть вот, не знаю, встреча с пришельцами агрессивными. То есть я действительно старался брать какой-то национальный мотив и ставить его в какую-то традиционную фантастическую ситуацию, там, выживание в одиночку на планете, допустим, или столкновение с какими-то совершенно непонятной формы и непонятной мотивации пришельцами. Вот. Или что там еще было? Да, даже Годзиллу тоже. Мне было интересно посмотреть, как национальные особенности будут проявлять себя в таких ситуациях. Вот. Как будет взаимодействие. Да. Вообще, у нас очень любят сильно возвышать фантастику, а я, например, любитель вот именно, знаешь, такой, иногда даже немного трэшовой фантастики. Но я просто понимаю, что вот часто из этого трэша появляется что-то хорошее. Например, есть фильмы, куча фильмов, например, «Ковбои против пришельцев». Да? То есть вот, очень хороший блокбастер, я его советую. Викинги против. Есть и викинги против пришельцев, и ковбои против пришельцев. И абсурдная ситуация, но в фильме ни грамм абсурда нету, абсолютно серьезно. Вот какое-то инопланетное существо, оно начинает терроризировать город на Западе, Диком Западе США, и как они на это реагируют. Я смотрел, оба эти фильма. Да, это... И вот я не понимаю, то есть мы вот часто, когда говорим про фантастику, еще вот в той беседе, которую мы принимали, в части с Аланом, с Хорваевым и с Албиевым Тамерланом, то есть там всегда возвышенное оно бывает. Вот фантастика, какая-то возвышенный разговор идет. А мне не хватает иногда иногда даже вот какого-то фантастического слэшера, понимаешь, потому что наша культура, она очень близка. Вот если японцы на базе своей национальной культуры создают вот такие жесткие слэшеры фантастические, то можем ли мы такое создать? Будет ли это пользоваться успехом? Тут я опять-таки, как уже отвечаю тебе на эту историю с японцами, мне кажется, что больше фантастики хорошей и разной, и смотреть, что получается. То есть тут нам с тобой сейчас решить, какая она должна быть. Ни в коем случае, да. Это, наверное, было бы не очень правильно. Я думаю, что она сама действительно или будет появляться, если она по-настоящему нужна, или не будет появляться, если она не очень нужна. Потому что это тоже не факт, что она прям необходима. Мне кажется, что было бы неплохо, если бы она была, но... я с тобой в этом моменте не соглашусь. Не секрет, что в Остинской прозе фантастики практически нет. Там все 2-3 рассказа буквально, да? И, на мой взгляд... Один из них вот в этом журнале, кстати, очень-очень хороший. Да, кстати, вот вышел сборник «Дориал. Фантастика». Я советую его почитать. Но, знаешь, отсутствие фантастики – это говорит о том, что мы не видим себя в будущем. Фантастика – это же чаще всего про будущее. Это... Мы не видим себя. Я действительно думаю, что есть вот эти два элемента. Первый – это возможность описать себе самому свою мечту. И второй – это вот как действительно буфер безопасности от наступающего внезапно и совершенно безостановочно наступающего будущего. И мне кажется, что действительно она могла бы быть очень-очень ценным в этом смысле инструментом для адаптации. Смотрю какие-то фильмы, сериалы, и я просто постоянно думаю о том, что постапокалиптичный мир, зомби или какой-то вирус всех уничтожил, да? По-моему, то, как бы выживали люди в Осетии, это очень интересно. Учитывая, что у нас есть опыт, для нас Осетия проходила через апокалипсис, да? Для нас нашествие Тамерлана фактически для народа стало апокалипсисом. Да? Люди бежали в горы, потому что там из черепов буквально башни собирали. Тотальный геноцид. Да? То есть для нас эта история уже была. У нашего народа есть колоссальный опыт переживания. И в этом контексте то, как в Осетии бы происходило выживание в условиях
там зомби-апокалипсиса, мне очень интересно. И мне как-то очень обидно, что вот, ну неужели только я про это думаю, ну должны же еще про это люди задуматься. Столько художников, да, ну вот просто хочется комикс увидеть. Я поэтому, когда твои картинки, ну не картинки, а зарисовки увидел, я просто счастлив был, потому что ну кто-то это делает. Но я знаю очень много молодых художников, которые там, ну, комикс напрашивается. Очень много комиксов. Да, и я как раз вот думаю, что не обязательно, то есть я могу просто поделиться этим действительно методом, о котором я рассказал, не обязательно придумывать комикс от начала до конца, и что, потому что действительно, когда ты рассказываешь историю, это и ответственность большая, и как-то нужно, чтобы она была... То есть это очень большие энергозатраты и много мощности мозга нужно на это тратить. Вот. Мне кажется, что можно действительно давать людям возможность самим дофантазировать, не знаю, ставя какие-то вот эти вот узловые моменты повествования. Вот. И это может быть вполне достаточно, чтобы... Мне хотелось, чтобы было на что опираться следующим каким-то людям, которые потом бы могли это... То есть ты предлагаешь создать какой-то сеттинг, да? Да, ну как... Ну это интересно. Ну вот, например, Warhammer 40 тысяч. Ну, колоссальная франшиза, да? Wargaming они делают. Куча авторов пишут. Им выдаются какие-то узловые точки, канон. Да, и они, исходя из этого канона, уже дополняют и расширяют историю. То есть есть какой-то макросценарий развития вселенной, и вот идет поступательное движение, выпускается куча книг, какие-то ветки потом отсекаются, признаются неканоничными, да, но идет развитие. То же самое со Star Wars и с другими вселенными, там последняя Final Fantasy. Ну вот в Осетии прям напрашивается, причем не один сеттинг. И более того, я роски уже вижу, например, вот есть парень, он под ником Камболти известен, он немного в аниме-стиле рисует горцев и даже какие-то битвы на мечах. Да, то есть, по-моему, я видел в Инстаграме. Да, фантастика, тоже очень красиво. То есть, ну вот, и знаешь, вот из раза в раз смотрю сериал про зомби, думаю, ну блин, в Осетии шикарно бы сеттинг появился. Смотрю «Игру престолов», я понимаю, что на основе кавказских вот этих историй, да, такая бы «Игра престолов» была очень жесткая, да, там с кинжалами, воткнутыми в люльки младенцев, с кровной местью, где там истребляются фамилии и прочее, да, то есть, и главное же эти кадаги и легенды есть. Ну вот вопрос. У меня такое ощущение, что мы даже сами не готовы рефлексировать на эту тему и смотреть, потому что ну, тут же доля должна быть какой-то самокритики и спокойного отношения к своему национальному контенту. А у нас он немного, как сказать... Табуирован? Вот он не табуирован, он как-то излишне возвышен, и из-за этого он табуирован, потому что я вот иногда с людьми спорю, которые там вот прямо неистово за что-то спорят, я говорю, ну тебе нардский эпос читать нельзя. Ну там просто такие вещи написаны, что, ну, то есть люди пытаются с точки зрения современной морали оценивать какие-то архаичные истории. Ну, в нардском эпосе и братоубийство, убийство детей, и инцест, и ну, много каких страшных историй, да, то есть с точки зрения нынешней морали. И если это экранизировать или рисовать на это комикс или что-то подобное, я просто боюсь, что у многих людей... ну, а зачем? Я вот это тоже не совсем понимаю. Есть замечательный эпос. Да. И пускай он будет. Отдельно. Ну, он есть, и я просто предлагаю не опираться на него, а делать что-то другое. Это тоже. Ну, эпос я привел как пример вот элемента, который можно из национальной культуры взять и на базе его создавать сеттинг, рассказы. Тут вот как раз, смотри, для того, чтобы что-нибудь придумать, мозг ищет какую-то опору, ступеньку, чтобы очень, я думаю, что почти невозможно что-то новое придумать. Можно развить какую-то
мысль. И действительно, почему вот ты сейчас про Apple вспоминаешь? Потому что вот он есть. Да. И мозг сам его находит как некую базу, на которую хочется опереться в придумывании чего-нибудь другого. А мне кажется, что можно понапридумывать другого разного, и это могло бы быть ступеньками для того, чтобы дальше можно было бы придумывать... Выйти к чему-то новому. Да. Да, просто когда читаешь зарубежную фантастику, если ты немного погружен не только в поп-культуру, но и в культурный контекст, ну ты прямо видишь отсылки, да, к легендам каким-то немецким, скандинавским, японским, даже читая, вообще вся вселенная Warhammer 40 000, ну я ее большой фанат, это просто сплошные отсылки ко всему, да, то есть там, например, ну есть история с Никейским собором, где были ключевые для христианской религии решения приняты, да, в вселенной Warhammer 40 000 на планете Никея проходит судно, котором решается, что там колдовство запрещено, и выносятся какие-то решения важные, которые потом влияют. Ну, то есть, и ты понимаешь, что это планета Никея, это отсылка к Никейскому. Но это причем явная отсылка. Есть очень много таких вот пасхалок, про которые ты узнаешь, когда сидишь на каком-то форуме вот фанатов настоящих, да, и они вот тебе говорят, что на самом деле есть вот такой культурный контекст. И это просто вот тебе взрывает мозг, это очень круто. Ну да, знакомая, занимающаяся мультипликацией, рассказывал, что Губка Боб, знаешь его, что персонажи, основные персонажи, это 7 смертных грехов. Да, я целый подкаст на эту тему слушал. Вот. И, ну, действительно, конечно, мы опираемся на то, что создано, ну, на какие-то очень важные, глубокие вещи, вот, но я имею в виду, что брать героев из эпоса совсем не обязательно. И переодевать их втягивать их в вселенную Марвел, мне кажется, это... Не совсем обязательно, да. Мне кажется, что это даже немножко не спортивно. То есть, может быть, действительно лучше что-нибудь придумать. Не, я как бы, это так, я совсем грубо говорил, но появятся же другие вселенные. Я сейчас вижу, что вот фантастика, она перешла немного на развитие фантастики, технологичные рельсы. Причем, как мне кажется, первым это сделал Айзек Азимов, вот, я тоже его большой фанат. Он сделал целый цикл рассказов «Основание», Foundation. И они довольно, как сказать, там, без обид всем фанатам, я тоже фанат, но они очень скучны. Могут, по крайней мере, показаться, потому что он рассказывает про социально-экономические основания, которые привели к краху империи, и как из этого краха появилось новое как бы, государство. Да? Вот это были эти основания, которые спасли от окончательного краха империю. И вот этот сеттинг, который он придумал, да, он же потом, ты читаешь «Дюну», ну это... Звездные войны, то есть это... Звездные войны, да. Причем он дал хорошую вот скелет, мясо у него было довольно слабое, а вот в Дюне мясо шикарное. Там вот это планы внутри планов, вот эти политические интриги. Вселенная Star Wars, она, на мой взгляд, переоценена, просто она была первая и как бы выстрелила. И вот ты это видишь везде. И я вижу, что вот фантастика, она перешла на технологичные рельсы в плане, это не просто какие-то отдельные рассказы, да, а теперь это вот какие-то метавселенные, где они пересекаются. Культура вообще так, мне кажется, развивается. Одно вырастает из другого и развивает. То есть это, видимо, есть жизнь. Вот. Вопрос такой. Мы сейчас вот говорим про очевидную фантастику. А есть же вот неочевидная фантастика в плане, например, ты смотрел сериал «Настоящий детектив»? Да. Первый сезон. Да. Очень меня сильно вдохновил, и я потом стал читать, откуда эти рассказы про Желтого Короля, про Каркозу, и потом нашел книгу, по-моему, Уильям Чемберлен, или как-то фамилия была, забыл, вот эту серию рассказов, на которую опирается все это. Потом читаешь у него, он опирается на какую-то фантастику, но это больше похоже на, скажем, Лавкрафт был уже после вот этого автора. Это вот стилистика Говарда Лавкрафта, который там фантастика, это немного мистика и саспенс, атмосфера, создание жуткой атмосферы. Да? То есть мне кажется, что, может быть, это ошибочно, но мне кажется, что вот такого рода фантастика, к сожалению, сейчас ближе к Осетии подходит, чем
фантастика про будущее, про вселенную и все остальное? Не знаю, я вот сейчас ехал по Владикавказу с таким удовольствием. Не знаю, мне очень нравится тут. Я просто, может быть, редко тут был. Да, но мне просто тут очень хорошо. Не, он мне нравится, но мы как-то вот сложно, есть ощущение, что вот мы, как этнос, мы немного застряли в 19 веке. Вот у меня постоянно это. Вот даже мы проблемы обсуждаем, это проблемы 19 века. И, кстати, был такой автор Джонни Рамонов, или как-то вот так, он и в Дориале публиковался. Вот у него было несколько рассказов. У него это были скорее социальные карикатуры. Но один вот такой рассказ у него заканчивался, ну просто жизнь подростка, там он бунтует. А настоящая фамилия автора Габуев, если я не ошибаюсь, но он подписывался Джонни Рамонов. И в конце заканчивается, что там какое-то инопланетное существо главного героя его убивает. Неожиданно абсолютно, знаешь, как в фильме, может, видел другой с Джилленхолом, когда он приходит, открывает дверь, и там паук просто. И на этом фильм заканчивается, и ты думаешь, что хочешь. Вот. То есть такого рода я фантастику видел, я не видел фантастику про будущее. А у тебя, кстати, про будущее прямо. Мне потому что правда интересно, и мне кажется, что тут как раз есть такой момент, что можно его и конструировать таким образом. То есть вот ты чувствуешь, что зомби-апокалипсис подкатывает. И ты раз такой предлагаешь варианты, как может быть по-другому. И может быть оно как-то изменится. То есть тут есть, мне кажется, момент возможности влиять на развитие ситуации. Нет? Безусловно, то, что фантастика влияет на будущее, это вот как раз Айзек Азимов, Герберт Уэллс, там другие авторы, они показали, да, потому что законы робототехники, которые Айзек Азимов просто придумал, они сейчас актуальны. Да, то есть, но вот твои рассказы, они выстроены в какую-то одну вселенную? Я думал над этим. То есть я думаю, что если я их буду продолжать, то они выстроятся в эту вселенную. Просто пока мало бусинок, вот, и не видно, или мало вот этих вот камушков мозаики. Если их будет больше, то да, я думаю, что А ты планируешь продолжать? Ну, у меня есть, да, есть еще, по крайней мере, ну вот на 8, то есть я нарисовал 4, и есть примерное представление о еще 4 возможных новеллах, вот. Просто я что-то отвлекся немного. В каком плане? От этого проекта? Да, вот, и пока что-то... Ну, возможно, надо сделать перерыв. Не, перерыв-то уже произошел, я думаю, может быть, я действительно сейчас к этому вернусь. Я просто очень вовлечен в мировую поп-культуру, да, масс-культуру, точнее будет правильно сказать. И ты там смотришь все реалити-шоу, которые мы сейчас знаем, это просто результат суда над О.Джей Симпсоном, да. Там все ТВ-форматы, которые сейчас в мире известны, это тоже результат там шоу 40-х, 60-х годов США. И если в других странах, вот как французы не пытаются копировать американское кино. Французское кино ты узнаешь, потому что это всегда французское кино. Да, но даже если это будет боевик французский, то ну, даже без слов ты поймешь, что там он другой, он выстроен по другим лекалам. То же самое про испанское кино. В России, к сожалению, чаще всего, ну, это связано с тем, что, наверное, это проще продать сразу, да, тут не надо заморачиваться. Создают вот какую-то клюкву, то есть берут историю из США и вот прямо ставят здесь. А вот когда я увидел твои вот иллюстрации Калмарзан, да, я понял, что, ну, я это всегда понимал, я просто убедился, и меня это обрадовало чувство, да, что у нас-то есть вот своя база, и если бы появился, допустим, комикс наш, вот, он бы был бы интересен, может быть, даже не так нам, а как западному читателю в том числе, потому что он не видел, что
так, ребят, это калька с нашего чувака, и зачем мне вторичный материал читать? А это реально первичный материал. Тут я еще раз, наверное, должен сказать тебе, что мне кажется, что тут, во-первых, не может появиться вот неожиданно гениальный комикс на ровном месте. Это вот все равно, как тут у нас бы на этом столе появился, не знаю, яблоко или... Потому что это вопрос работы нескольких целенаправленной, тяжелой, увлекательной работы нескольких поколений и целой индустрии. И ты на выходе получаешь тот же Персеполис, этого «Призрака в доспехах», да. А потом «Матрица». То есть это они как бы не случайно и не внезапно появились. Это как бы степ-бай-степ, по ступенькам развивается. Вот. И мне кажется, что, ну, да, не заходят в России комиксы, ну и что тут поделаешь? Будешь Персеполис читать еще раз. Вот. Немного обидно ли? Ну, тут, ну, как бы, или самому рисовать, или, как бы, не знаю, что еще можно посоветовать. Вот, я просто думаю, что если бы, то есть у меня, да, был план, как это все можно было бы развивать, я бы двигал это в сторону кинематографа именно. То есть у меня был план работать с каким-нибудь музыкантом, который бы написал музыку к фильму. Потому что фильм то есть сделать все возможные шаги, которые, ну, можно сделать там одному или нескольким людям, чтобы этот фильм почти появился. То есть бюджет ты весь антураж создаешь вокруг этого фильма. Да. Ты создаешь антураж, ты делаешь, не знаю, костюмы, делаешь аниматику, ну, то есть это вот какой-то набор видеоряда, который наложен на музыку, и у тебя уже практически там минут на 20 может быть фильм, и ты смотришь это и получаешь представление о том, как это могло бы быть. Вот. И, может быть, и не обязательно снимать целый фильм, потому что очень вероятно, что он может и не оправдать ожиданий. Почему не снять короткометражку? Вот. Но, или даже просто синематик, и все. Да, я просто к тому, что можно делать личные, персональные шаги, которые не требуют особенных затрат, кроме там времени, внимания и собственных каких-то усилий. Творческих усилий. Да, и добиваться вполне себе осязаемого результата, который бы... Ну, мы живем в мире Гонзо, когда вот человек сам себе, ну вот Гонзо продакшн, когда ты, тебе достаточно одного вот... Ты можешь сам создать сюжет, сам можешь создать репортаж, сам можешь создать мини-фильм. Целый канал Vice Media, да, это вообще Гонзо журналистика сплошная. И вот там комиксы, да, это уже тебе не нужна большая там группа людей, которые тебе будут отрисовывать, помогать, да. Ты можешь все сам создать, благо технические возможности есть. Вот ребята, которых мы знаем как Молчаливый Боб и Джей Молчаливый Боб, я забыл, как их зовут в реальности, это создатели фильма «Клерки». Ужасно пошлый фильм, но в конце 80-х он выстрелил в США, и как вот, они сами сценаристы, они рассказывали, что мы запросили у студии Paramount $10 000 на снятие этого фильма, мы им отправили сценарий. И из $10 000 $9 000 мы потратили на камеру. Все остальное, это $200 там нанять помещение, где все происходило, там что-то мы дали сценаристу, и все. И вот он задается вопросом: ребята, у вас есть камеры на телефонах, которые снимают лучше, чем та наша камера за там 9 или 8 тысяч долларов, да? Где ваши гениальные короткометражки, где ваши гениальные скетчи, да, ну, почему этого не появляется? Я поэтому с тобой согласен, ты же один это нарисовал. Это, ну, твой Гонзо проект, если так можно сказать. Я, например, вот когда первый рассказ, первые иллюстрации Калмардана читал, у меня прямо напрашивалось так, ну, что дальше, где
ну, что здесь происходит, вот я хочу понять, как это. И вот у меня прям вот напрашивался следующий лист перевернуть, понимаешь? Может быть, потому что я люблю комиксы. Конечно, да, хочется еще, и мне самому хочется еще, просто это требует действительно времени, вот, но то есть твой вопрос был, где гениальные фильмы? Не, у меня не вопрос, это скорее было мое чаяние, да, что я-то понимаешь, весь этот подкаст задуман для того, чтобы ты продолжил, прорисовал рассказы в одну вселенную, да. бы сразу. Да. Понимаешь, что я хочу это все, я их все 4 видел, я хотел, складывается ли один в сюжет, я пытался их вот так местами ставить, да, то есть что идет в начале, что потом. Потом, может быть, я не так подумал. Потом хотелось видеть, это своя вселенная, да, там со своими героями и прочими, как это, что это. То есть я поэтому, на самом деле, вот цель этого подкаста заставить тебя, чтобы ты это все выстроил и ответил на те вопросы, которые у меня возникают. Вот. А такой вопрос тогда. Почему для тебя было именно важно, чтобы, вот, во-первых, обложка, да, ты отдельно рисовал, она у тебя именно вся на Остинском. Почему так важно присутствие Остинского для тебя в твоем проекте было? Учитывая, что ты Остинского не знаешь. Да, видимо, это вот какое-то мое вытеснение или попытка компенсировать это себе. Ну, то есть... И еще мне кажется, что тут есть... То есть почему мне хотелось бы, чтобы эти романы были именно на осетинском языке, потому что это для языка было бы очень хорошо, потому что фантастика, она позволяет придумывать новые слова. А язык, мне кажется, он живет, когда возникают новые слова или новые какие-то их комбинации. То есть как вот... Только в живом языке появляются новые комбинации. Да, и языку сейчас очень нужны новые слова, потому что очень много всякого нового появляется, чего раньше не было возможности никакой ни придумать, ни описать. Вот поэтому мне кажется, что тут было бы очень... Ну, ты через... Вот, это же, на самом деле, довольно иррациональная мысль, что ты не знаешь остинского языка, да? Я тоже довольно скверно его знаю, к сожалению. Ты не знаешь остинского языка, ты все равно пытаешься, ты хочешь, чтобы появился роман на остинском языке. Это не вопрос компенсации, вопрос, ты себя через осетинство самоидентифицируешь. Наверное, да. Ты мне себя хотелось ищешь в нем. Да, конечно. Ведь вот все, что мы здесь видим, это же на самом деле какой-то поиск, наверное, собственной идентификации в том числе. Ну, копание. конечно. Да. И вот мне интересно, почему это важно для тебя? Тебе так проще в этом мире себя ощущать? Понимаешь, видимо, у меня какая-то действительно... Я и родился в Москве, и, в общем, тут оказался первый раз, наверное, лет 10 назад. И почувствовал сразу что-то вокруг очень близкое. То есть мне... То есть я очень легко чувствую контакт с людьми. То есть вот на уровне эмпатии и общения я почувствовал, что да, это мой мир. Но при этом действительно я очень плохо знаю и традиции как-то, и совсем не знаю языка. Вот. Просто... Фантастика – это еще часто разговор более старших людей с молодыми. Потому что к фантастике более расположены люди молодые, да, потому что они открыты каким-то вещам, которые за границами. Фантастика – это всегда за границами. Но тут вот это тут такая дихотомия, да, сознания, что в 20 лет ты хочешь избавиться от каких-то рамок, ты хочешь себя найти в большом мире. Но по ходу этого поиска, через который каждый из нас прошел, я тоже прожил 13 лет в Москве, тоже вот эти поиски самоидентификации, каждый человек, который более-менее рефлексирует, проходит.
ты пытаешься найти себя через что-то большое и чаще всего не находишь. И потом ты ухватываешься вот за что-то маленькое, да, вот эту маленькую коробчонку, которая вот твоя маленькая культура, да, ты в нее окунаешься, и это как вот оказывается, как вот нора, да, в зазеркалье, ты понимаешь, что вот это не маленькая коробчонка, это целый мир, и ты себя в ней находишь. Ты, то есть тут как бы без этого, ну, наверное, совсем невозможно понять, кто ты, какой ты, почему ты такой. Вот. Просто сейчас вот в России, может, это не так ощущается, но во всем мире, вот этот же глобальный тренд самоидентификации. Вопрос самоидентификации – это сейчас, не знаю, то, что обсуждают, то, что изучают, о чем говорят. Самоидентификацию через этничность, самоидентификацию через цвет кожи, самоидентификацию через там, политические взгляды, да, и много разных вещей. То есть мир это сейчас, где каждый человек пытается найти для себя вот какие-то корни. Да. В США мы помним вот эту историю, когда вот все афроамериканцы, они искали вот африканские корни, и там современный рэп это все как вот история, которая вышла из того, что люди, которые выросли в Америке, ничего не знают про африканскую культуру, пытались что-то там найти. Да, там группа Fugees, да, можно переслушать ее, это все какие-то элементы африканской музыки, хотя ни один из тех, кто участников этой группы, никогда в Африке не жил. Вот. И в этом смысле мы, как осетины, да, в большой России, мы тоже проходим через вот эту поиски самоидентификации, потому что Россия, она большая, и мы здесь меньшинство. Да, то есть и рано или поздно, если ты полностью от всего не отказался, ты вот сталкиваешься с тем, что ты понимаешь, что ты здесь меньшинство. Вот, и поэтому я как раз вот, когда увидел твой, как сказать, вот обложку, да, я вот сидел и думал, вот человек вырос в Москве, ну, в Осетии, как я понимаю, не жил, да, но для него же это важно, и мы же не можем говорить, что это там генетическая связь, это не так, да, там никакой генетической связи нету. То есть каким-то маленьким, но очень крепким щупальцем осетинская культура вот вцепилась в твое сердце, да, и там спустя годы это дало себе знать, она тебя дернула обратно сюда. Понимаешь, мне действительно очень трудно как-то это все тут, поскольку я нахожусь внутри этой ситуации, внутри самого себя, мне очень трудно описать, оценить и тебе рассказать. Я бы с удовольствием это сделал, просто у меня ты сделал это. Кажется, ты сделал это, ты вот в этом... Ты имеешь в виду, то есть действительно тут, наверное, нужен психоаналитик какой-нибудь или третий вот специалист, который бы действительно объяснил. Я думаю, что тут не нужен психоаналитик, здесь нужны просто иллюстрации из твоих рассказов, потому что, я уверен, что будучи маленьким ребенком, любой, да, кто посмотрит вот эти иллюстрации, да, ну, как мне кажется, они очень сильно отпечатаются в сознании. Ну, тут отпечатывается в сознании, ну, просто это... Потому что ты контекст чувствуешь. Вот показать это ребенку другому, да, тут не будет вот связи с этим. Показать ребенку из Осетии, осетинскому ребенку, который живет в осетинской культуре, у него возникнет связь, это прям, ну, это мое предположение, у него сразу это отпечатается и на долгие годы сохранится, и может быть как образ какой-то, да, который витает в голове в твоем там бессознательном, это будет всегда. То есть ты сам как бы создаешь такие крючки, да, которые будут возвращать людей обратно в Осетию через вот эти рисунки. Ну, я это так увидел. И поэтому для меня это стало важно, как бы поэтому мне не так нравится. Ну тут, что я могу, наверное, сказать, что, собственно, одна из причин, почему я стал это делать, наверное, потому что, то есть мне удалось лично для себя применить научную фантастику
как мне кажется, крайне эффективно в своем творчестве. И я подумал, что можно попробовать и как-то спроецировать это в большем масштабе. Вдруг это людям тоже может принести, как-то причинить пользу. Вот. И тут, наверное, да, была такая мотивация. И потом действительно какое-то прям огромное удовольствие получал, когда это все рисовал, и уверен, что буду еще получать, когда буду рисовать дальше. Вот. Тут... Ну, потому что между рисунком и человеком, которому эта культура близка, возникает эмпатия. Ну, вот в прямом смысле, по-другому не скажешь. И мне тут, да, тоже интересно, как это действительно получается. Что-то, то есть это действительно... Я не знаю, как... Правда, не знаю, как это работает. То есть генетически это работает или как-то... Я сторонник теории мемов. Мемов, да, которые, знаешь, как если грубо говорить, то мемы, языковые, вербальные, невербальные, да, чтобы понять, как они работают, представим, что они работают как живые организмы. Их цель поразить большее количество голов. Да, то есть мысли человека – это их среда. Да, и вот успешные мемы, они не только самораспространяются, да, они создают еще комфортную среду для себя. Пример мема, и опять же, если грубо говорить, верующая религиозная семья. Да, следующее поколение не такое верующее, но носит крестики. И вот крестик нательный, он может поколениями вот из семьи в семьи переходить, но де-факто там люди и все Евангелия не читали, Библию не читали, но крестик носят, какие-то простые обряды исполняют. И вероятно, что через 6 там, поколений вдруг человек просто вот через этот мем, как крестик, он опять вольется в какую-то христианскую общину или станет священником. Это говорит о том, что это вот тот организм, предположить, что этот мем религиозный, да, он вот таким образом выживает. Да, но тут и вот тут же внешнюю культуру можно так говорить. Кроме внешнего фактора должно быть еще что-то самое раскрывающееся внутри этого человека, который увидел предмет и у него и испытал особенные чувства какие-то и полюбил. Вот. Тут какой-то должна быть как-то резонанс какой-то. Да, то есть, контекст. Любой же человек понимает, который более-менее имеет гуманитарное образование, что крестик – это не просто крестик. Да, это глобальная философия, это целый, история, да, которая изменила этот мир, сделала его другим. То же самое и когда ты видишь там кинжал, видишь горца, это тоже не просто просто горец, вот просто такой. Ты понимаешь, что за этим какие-то целая культура, какие-то истории, кодекс поведения человека, да, какие-то поведенческие паттерны, да. Ну, горец он себя так вести не будет, он, скорее всего, будет так, да, там. И вот этот тоже, то есть мне кажется, это, не знаю, поправь меня, что ты, когда рисовал рисунок, то тебя уже рисунок сам вел, что дальше рисовать. Ну, не совсем так. Там... Или у тебя уже был готовый сценарий, что ты нарисуешь, или это вот, естественно, за другим шло само? Ну, вообще, все, да, получалось довольно легко, но там действительно была какая-то, не то чтобы... на самом деле это было очень похоже на игру. То есть я сам себе рассказывал интересную историю, внимательно наблюдая за тем, как она будет развиваться и чем она может кончиться. Вот, то есть это, может быть, поэтому... Ну, готового плана то есть не было, ты сам себе рассказывал? Нет, плана не было. И, собственно, его... Мне кажется, что, по-моему, у Миядзаки какая-то похожая, он, по-моему, без сценария снимал мультфильмы. Ну, есть же два способа написания сценариев. Один называется один называется клумбы капусты, или как-то вот когда ты сажаешь, ты уже изначально сажаешь какие-то сюжетные ходы в начало, да, зная, что они выстрелят. То есть вот раздаешь эти чеховские ружья, да, которые потом все выстрелят.
А есть, когда ты просто садишься, и ты не предполагаешь, чем закончится роман, ты не знаешь этого, ты просто ты пишешь, и тут, как многие сценаристы и писатели говорят, на самом деле творческий процесс, у меня бывает ощущение, что не я создаю творческий процесс, да, что творческий процесс, я инструмент чего-то там, которое мной просто пишут. Да, я иногда сам для себя неожиданно вот какие-то сюжетные твисты раскрываю, да, то есть вот и Миядзаки, да, он именно так и делает. Есть замечательная книжка Джани Родари, называется, по-моему, «Азбука фантазии», если я не ошибаюсь. Да. Читал ее, нет? Я в детстве Джани Родари всего перечитал. Сейчас очень смутно помню сюжеты, но я помню, что мне взрывало мозг просто. Она тогда. не, то есть это не Чиполлино, там нет, это действительно такой, он работал школьным учителем, и это такой, ну действительно, как вот, то есть это букварь, как придумывать истории. Вот, очень-очень прям рекомендую ознакомиться. Это... Я Джани Родари как детскую литературу вообще всем рекомендую, это прекрасная литература. Такой вопрос. Когда нам ждать новых проектов? Слушай, ну вот по времени я тебе не могу сказать. Не знаю, но теперь, вот, наверное, как я могу ответить. Теперь чуть быстрее, чем если бы мы не встретились с тобой, да. Это прекрасно. Растан, помимо того, что вот у тебя была эта выставка в Осетии, да, например, в Москве, в Петербурге был интерес вот к этому национальному контенту? Вот среди коллег-художников, вот, то есть в Фейсбуке, правда, писали «Рисуй еще». Вот, действительно, интерес есть, пока просто действительно вот прям как выставка. Мне кажется, что может быть, если я дорисую вот все 8 штук, можно будет книжку делать или какой-то такой, просто как выставку. Не, как книжку было бы хорошо было да, бы вот, иметь. Да. Я пока тоже просто не совсем до конца понимаю, как это можно, то есть как наиболее правильным образом это показывать. Вот. Почему я и стал думать в сторону кинематографа, потому что если бы это были такие аниматики с музыкой, специально написанной, тоже с национальным колоритом, то было бы прям в сети это бы очень хорошо работало. Ребята, которые смотрят нас, если вы пишете музыку, то ссылку на аккаунт Растана мы дадим внизу под описанием, то чтобы люди могли с тобой связаться. Хотелось бы самому очень услышать такую музыку. То есть, на самом деле, да, получается, что я, наверное, делаю то, чего мне самому очень не хватает. То есть мне хотелось бы видеть эти книги, хотелось бы видеть эти фильмы, но их пока просто нету, поэтому приходится вручную все самостоятельно. Ну, это такая история. Если не я, то кто? Ну да. Да, иначе мы не дождемся. Это правда. Вот. Я думаю, что на этом мы завершим наш подкаст. Да, спасибо большое. Да, и я думаю, что ты не раз еще, вот после следующих рассказов к ненаписанным романам, иллюстрация, да, ты опять вернешься в эту студию, мы продолжим наш разговор. Да, спасибо тебе большое. Всего спасибо хорошего. вам. До свидания.